Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я хочу напомнить о том, что у нас не будет видеосвязи, у нас будет только презентация и аудиосопровождение моего выступления. Отметьте, пожалуйста, если вы хорошо слышите, либо нужно что-то сделать со звуком. Я рад всех приветствовать на нашем вебинаре, который посвящен проведению республиканского мероприятия онлайн-олимпиады «Культурный норматив школьника». По данному мероприятию достаточно много было вопросов, и мы, собственно, как и по реализации проекта в целом в Республике Коми, и мы проводим первый информационный вебинар по проведению этого республиканского мероприятия. В подготовке данного мероприятия принимала Наталья Геннадьевна Торопова, старший методист Центра научно-методического сопровождения программ проекта в области образования. Именно она является основным методологом разработки данного республиканского мероприятия. Итак, онлайн-олимпиада «Культурный норматив школьника» – это мероприятие, которое организуется при поддержке Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми, Коми Республиканским институтом развития образования. Данное мероприятие не входит в тот основной межведомственный приказ, который, в общем-то, был заключен по реализации проекта «Культурный норматив школьника» на территории Республики Коми в 2020 году. И мы начнем именно с этого. В целом, нормативное основание проведения онлайн-олимпиады, как я уже сказал, является данный межведомственный приказ от 31 декабря 2019 года в утверждении комплекса мероприятий по реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника в Республике Коми в 2020 году». Ну и наш приказ, который был разработан Коми-Республиканским институтом развития образования 27 февраля 2020 года об организации проведения комплекса мероприятий по реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника в Республике Коми в 2020 году». Напомню тем, кто к нам только что присоединился, изображения в данном случае не будет, будет только презентация и аудиоозвучивание моего непосредственного выступления. Целями и задачами онлайн-олимпиады является следующее. Олимпиада проводится с целью культурного просвещения обучающихся, активного вовлечения детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства, духовно-нравственного воспитания школьников, повышения культурного уровня подрастающего поколения на основе регионального культурного пространства в рамках проведения мероприятий Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника». В этом случае мне хотелось бы обратить внимание именно основу, то есть региональное культурное пространство, что найдет свое непосредственное отражение в содержании заданий Олимпиады. Задачами Олимпиады являются повышение уровня знаний школьников о памятниках культуры и искусства Республики Коми, формирование культуры восприятия художественного вкуса путем знакомства с произведениями культуры и искусства, рекомендованных перечнях по видам искусств, и популяризация знаний о культурных традициях, истории развития различных видов искусств в Республике Коми. Кто выступает участником онлайн-олимпиады? Онлайн-олимпиада проводится для обучающихся 5-11 классов образовательных организаций Республики Коми. И, по сути, участники подразделяются по возрастным группам. То есть задания будут предлагаться для обучающихся 5-8 классов, и также будет предлагаться для обучающихся 9 и 11 классов. То есть участники объединены в данные возрастные группы. Обращаем ваше внимание на то, что участие в Олимпиаде является добровольным, а не обязательным. Поэтому этот момент является достаточно важным и принципиальным, когда мы предлагаем принять участие школьникам в каком-то республиканском непосредственном мероприятии. Обращаю ваше внимание, что группа
детей младших классов в данном случае, то есть учащихся с 1 по 4 класс в рамках проводимой онлайн-олимпиады не задействованы. То есть мы ориентируемся в основном на среднее и на старшее звено. Каковы же условия участия в Олимпиаде? Онлайн-олимпиада у нас проводится на бесплатной основе. Участие в Олимпиаде у нас является индивидуальным, а не коллективным. И это предусмотрено непосредственно той формой, которая заполняется при регистрации, в данном случае, участника на платформе, на которой будет происходить непосредственно тестирование. Участнику будет предоставлена одна попытка для заполнения ответов на задание непосредственно Олимпиады. И именно однократность позволит нам непосредственно, во-первых, идентифицировать каждого участника, а с другой стороны предоставить именно единственную возможность пройти данную онлайн-олимпиаду в связи с выбранной возрастной непосредственно категорией. Результаты участия, и вот этот момент в данном случае, наверное, для муниципалитетов будет достаточно принципиальным. Результаты участия в Олимпиаде по согласованию с организаторами могут быть учтены при прохождении культурного норматива в организациях культуры. Я напомню, что данное мероприятие у нас в данном случае запланировано на конец апреля и организуется в данном случае в первую очередь учреждениями культуры. Именно организация сдачи норматива, культурного норматива школьника в соответствии с межведомственным приказом, утвержденным 31 декабря 2019 года. Еще один момент. Участвуя в онлайн-олимпиаде, родители или законные представители обучающихся до 14 лет и участники старше 14 лет должны дать согласие на обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 152 ФЗ о персональных данных от 8 июля 2006 года. Всем участникам будет предложено выбрать отметку в соответствующем поле. При отсутствии таковой фактически далее для прохождения тестирования фактически ребенок не сможет пройти в связи с отсутствием именно данного согласия, то есть фиксации данного согласия в регистрационной форме. Ну и в соответствии в данном случае с условиями проведения Олимпиады, апелляции участников онлайн-олимпиады по процедуре ее организации по оценке конкурсных материалов не принимается. Я хотел бы обратить внимание на последний момент, поскольку нам все-таки нужна будет обратная связь от вас о и процедуре, о том, как она была организована и качество, но этот вопрос будет обсуждаться на заседании Республиканского методического объединения педагогов области искусства. И все непосредственно свои, может быть, замечания, предложения, поскольку я думаю, что и сам проект, и данная форма республиканского конкурса у нас сохранится и на следующий год, фактически для усовершенствования, для, может быть, модернизации и так далее, нам нужна будет ваша обратная связь. Поэтому всем в данном случае кураторам данного проекта, данного мероприятия и в целом в наш центр вы можете непосредственно звонить, либо писать, и в данном случае вся эта информация будет обрабатываться, и мы будем уже ее учитывать и обобщать, и представлять на заседании Республиканского методического объединения учителей. Дальше. Это содержание заданий онлайн-олимпиады. Задания или вопросы онлайн-олимпиады, они разрабатываются с учетом тех обозначенных возрастных групп, которые были выделены. Это 5-8 класс и 9-11 класс по направлению проекта «Культурный норматив школьника». Это изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, кинематография, театральное искусство, архитектура, музыкальное искусство, народная культура, литература. И я хочу обратить ваше внимание на то, что в содержании чаще всего дети будут сталкиваться с региональным непосредственно аспектом, то есть связанным непосредственно с Республикой Коми. В частности, например, с изобразительным искусством Республики Коми, с декоративно-прикладным искусством, с музыкальным, литературой Республики Коми, архитектурой и так далее, и так далее.
Задания Олимпиады будут формироваться с учетом данных 8 блоков, и для каждой группы будет предлагаться в каждом блоке по 2 вопроса. То есть всего у нас для каждой возрастной группы будет предложено 16 заданий. Какого рода это будут задания? Ну, во-первых, задания с вариантами ответов, где один из предложенных является правильным, и его непосредственно необходимо выбрать. Это задание, на которое следует, например, дать однозначный ответ, то есть написать название произведения, и вы видите, что здесь есть определенные, так скажем, аспекты, например, фиксация названия без кавычек и так далее. Или указать фамилию и имя автора произведения полностью. И здесь указывается, например, без отчества и так далее. Указание на место создания или хранения произведения. Здесь ответ также фиксируется без кавычек. Или, например, указание на год создания того или иного произведения. Полностью без сокращения. Разработчики тестовые формы в данном случае будут предлагать данные рекомендации по оформлению ответов всем непосредственно участникам онлайн-олимпиады. То есть фактически мы можем обратить внимание как раз на то, что будет предложено в данном случае в самом задании и, конечно же, обозначено, как можно его оформить. Как можно будет его оформить. Порядок проведения онлайн-олимпиады. Олимпиада будет проводиться с 20 апреля по 30 апреля. Здесь обозначено примерное начало, то есть 12:00 и окончание в 17:00. Хочу обратить в данном случае ваше внимание на то, что это примерные все-таки пока сроки, потому что мы с вами живем пока в ситуации неопределенности. И, конечно же, после получения официального непосредственно письма от Института развития образования, Кубы Республиканского института развития образования о начале проведения Олимпиады, да, естественным образом, да, мы ориентируемся пока вот на эти сроки. Думаю, что у нас все получится, и, собственно, мы в течение всей следующей недели будем информировать муниципалитеты и образовательные организации и письма, и непосредственно вся информация будет размещена на сайте и так далее. То есть мы будем информировать о ходе непосредственно самой Олимпиады и о ее начале и так далее. Что необходимо будет сделать в данном случае участнику онлайн-олимпиады, когда он непосредственно будет уже работать с самой тестовой формой? Нужно будет пройти по ссылке, выбрав соответствующую возрастную группу. То есть это будет либо 5-8 или 9-11 классы. То есть выбирая соответствующую возрастную группу, он переходит на следующую непосредственно страницу, где в данном случае ему предлагается заполнить графы с личными данными участника и, соответственно, отметить, что он согласен на обработку персональных данных. Хочу обратить ваше внимание, что обучающиеся до 14 лет, конечно же, проходя дистанционно онлайн-олимпиаду, желательно, конечно, чтобы они осуществляли вход в тестовую форму в данном случае, которая будет предлагаться или в присутствии родителя, да, и так далее. Ну и, соответственно, после того, как он заполнит графы с личными данными, он переходит непосредственно на, собственно, саму тестовую форму, где ему предлагается ответить на предложенный вопрос онлайн-олимпиады. И после того, как ответы будут уже все введены, необходимо нажать в данном случае кнопку «Отправить». В этой тестовой форме результаты участника будут автоматически заноситься в электронную базу Олимпиады, и после отправки ответа на задание на экране автоматически появляется результат участника в баллах. И фактически об этих баллах и о том, как будет подводиться в данном случае итоги, мы с вами рассмотрим несколько позднее. Итак, сроки 20 по 30. Еще раз обращаю ваше внимание, что формально мы выбираем вот эти 10 дней для того, чтобы
обучающиеся смогли в данном случае в удобном для себя режиме на добровольной основе, индивидуально и так далее, да, ответить на вопросы онлайн-олимпиады. Для этого им необходимо в данном случае выбрать соответствующую возрастную группу, зарегистрироваться как участнику, оформив непосредственно личные данные, пройти олимпиаду в данном случае по вопросам и, соответственно, нажать в данном случае кнопку «Отправить». Далее. Мне хотелось обратить ваше внимание на то, как будут подводиться итоги. Подсчет правильных ответов на вопросы задания онлайн-олимпиады будет осуществляться автоматически. И за один правильный ответ будет начисляться 1 балл. И в зависимости от количества набранных баллов, соответственно, в каждой возрастной группе будет определяться победители, призеры и участники с получением сертификатов. То есть как это предусмотрено в самой программе «Культурный норматив школьника» и принято непосредственно в нашей республике. Для золотого сертификата фактически ребенок должен набрать будет в онлайн-олимпиаде от 14 до 16 баллов. Для серебряного сертификата данная сумма должна быть равна 11-13 баллов, ну а бронзовый 8-10 баллов. Если участник набрал 7 баллов и менее, то он получает сертификат участника. И обратите, пожалуйста, внимание, что квота на число призовых мест не устанавливается. То есть, если она устанавливается в данном случае при анализе культурных дневников, то фактически здесь мы этого не делаем. Сертификат участника Олимпиады можно будет скачать сразу после выполнения задания и отправки результата. Ну а итоги Олимпиады будут размещаться непосредственно на сайте «Культурный норматив школьника» Республики Коми. Информационное сопровождение, информационно-методическое сопровождение онлайн-олимпиады непосредственно у нас осуществляется на сайте института по адресу kriro.ru и на сайте «Культурный норматив школьника Республики Коми». Тоже здесь представлен в данном случае адрес. На сайте у нас размещаются непосредственно анонсы, размещаются новости, и фактически мы здесь информируем о ходе непосредственно самой Олимпиады, онлайн-олимпиады, в ее итогах, предварительных и так далее. Ну и, конечно же, наполненный самой разнообразной информацией, конечно же, является сайт, разработанный Коми Республиканский институт развития образования. Это культурный норматив школьника Республики Коми. Главным модератором у нас выступает в том числе и Наталья Геннадьевна Торопова, которая наполняла в течение февраля, марта и сейчас продолжает это делать самой разнообразной информацией, в том числе и для реализации данного проекта на местах. Ну, я понимаю, что сейчас и культ-поход и культ-клуб как направление реализации культурного норматива школьника очень сложно организовать, но, по крайней мере, цифровая культура – это то, что в настоящий момент доступно. В рубрике «Полезные ссылки для педагогов» и фактически там вы сможете найти прямые ссылки на, в данном случае, сайты музеев, сайты непосредственно с разнообразными цифровыми ресурсами, которые можно использовать для самостоятельного изучения, ознакомления и так далее. И действительно данный портал у нас является достаточно информативным. Там же, собственно, и размещен в данном случае культурный дневник школьника, все страницы, которые можно непосредственно самостоятельно распечатать, оформлять и вести их непосредственно уже как самостоятельный в данном случае документ. Кураторами проекта, в том числе в целом культурный норматив школьников Республики Коми и также данного мероприятия, о котором сегодня шла непосредственно речь, вы видите на данном экране, это проект по научно-методической работе Марии Анатольевны Габова. Это Центр научно-методического сопровождения программы проектов, Аверин и Наталья Геннадьевна Торопова. Вы видите, что у нас общий телефон 28 60 11 и добавочные 316 у Марины Анатольевны, 339 у меня и 312 у Натальи Геннадьевны. Также здесь обозначена электронная почта,
на которые вы можете непосредственно писать и задавать соответствующие вопросы. Я хочу в данном случае относительно и вопросов, и относительно презентации, относительно звуков, относительно браузеров, те, кто не слышит, те, кто не видит, обозначить следующее. Данная презентация будет представлена у нас как информация на сайте института, поэтому следите за обновлениями. И, уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что у нас вебинар, в общем-то, информационный, то есть о самом мероприятии. Мне хотелось бы уже ответить на вопросы, которые у вас возникли в ходе непосредственно нашего общения относительно данного мероприятия. Пожалуйста, задавайте их в чате. Полагаю, что у нас пока нет никаких вопросов. Я еще раз обозначу в данном случае несколько принципиальных моментов. Насколько времени Олимпиада ограничена? То есть в данном случае первый вопрос. Я благодарю вас, Галина Модестовна. Во-первых, ограничения в данном случае будут обозначены, и мы пока прорабатываем вопрос максимальное ограничение до 3 часов. То есть с момента входа в данном случае непосредственно при заполнении данной формы, но это на самом деле максимум, да, и после того, как уже в данном случае мы протестируем форму, тестовую форму, там будет точно понятно, да, сколько в данном случае времени. Но мы рассматриваем, как разработчики данной онлайн-олимпиады, это диапазон 1,5-3 часа. То есть я вам назвал первую цифру как самую максимальную. Темы в данном случае у нас обозначены как разделы культурного норматива школьника. Я еще раз обращу ваше внимание. То есть первый аспект – это региональный, то есть вопросы будут касаться непосредственно всего того, что связано с республикой. То есть это вопросы по изобразительному искусству, характерные в данном случае для нашей территории и так далее. Это специфика декоративно-прикладного искусства и так далее. То есть в содержании будет непосредственно из 16 вопросов 2 по искусству, например, 2 по архитектуре, 2 по музыкальному и так далее. И в целом у нас так и получится 16 непосредственно заданий. Какие типы заданий используются, вы здесь также на этом слайде можете увидеть. И второй момент относительно итогового мероприятия на базе учреждений культуры. В муниципальное образование в целях или во исполнение межведомственного приказа, о котором мы говорили в самом начале, должны будут для себя определить данную форму итогового мероприятия. К сожалению, пока у нас никакой информации о переносе сроков реализации данного проекта нет, данного приказа в том числе. Может быть, они в течение следующей недели появятся. Если такое будет, то в данном случае мы обязательно всех проинформируем. И вся эта информация идет в муниципалитеты. Потому что муниципалитеты достаточно активны. Нужно назвать, наверное, Усинск, ряд других муниципалитетов, которые очень интересуются реализацией данного проекта. Вот. Но в целом, посмотрите, пожалуйста, внимательно, муниципалитеты самостоятельны в данном случае в выборе итоговой, в данном случае, формы, да, проведения данного мероприятия. Я напомню, что в соответствии с межведомственным приказом в мае мы ожидаем в данном случае сведения при их наличии, так скажем, да, о проведении или об итогах анализа культурных дневников школьников и информации как раз по 2 номинациям. Это номинация в данном случае «Культурный дневник школьника» и «Самая культурная семья». И если таковые мероприятия уже проведены, то, в принципе, в данном случае можно будет уже подготовить данную информацию и направить непосредственно ее в КИРО. Если же нет, то нужно будет думать, каким образом это сделать и так далее. Да?
Относительно непосредственно самой Олимпиады. У нас есть в положении указание о том, что сдача культурного норматива может быть принята муниципалитетами через данную форму. То есть, если ребенок принимает участие в данной онлайн-олимпиаде, то фактически он и сдает автоматически культурный норматив школьника. Здесь нужно уже определиться непосредственно самим на местах. Если говорить относительно непосредственно Олимпиады, будет ли она начинаться в определенное время? Нет. То есть фактически временной отрезок мы предлагаем, да, как это в тестах, которые осуществляются на время в данном случае, этот таймер появится после того, как ребенок войдет в данную форму. И фактически это не будет означать, что он должен, например, присесть, так скажем, за компьютер и с такого-то времени там, по какой-то и так далее обязательно принять участие и выполнить. То есть мы пока ориентируемся именно на такую возможность. То есть когда этот таймер будет запущен после того, как он приступит к выполнению уже тестовых заданий. И да, дети могут принимать участие в любое время, в указанный период, и там можно будет уже проанализировать, нужно ли будет, например, продлевать сроки участия и так далее. То есть вот пока мы ориентируемся именно на последнюю декаду апреля, то есть с 20 по 30 апреля. Уважаемые коллеги, если еще какие-то вопросы, мне помогает и сопровождает мой вебинар Вячеслав Алексеевич Лешокин, за что им очень благодарен. Действительно, вся информация, в том числе вся запись вебинара, она будет размещена на сайте института, и при необходимости вы сможете ознакомиться с данной презентацией повторно. Обязательно ли, ну, по идее, в соответствии с законом, да, с федеральным законом 152 ФЗ и так далее, родители должны дать свое согласие, условно говоря. Мы не планируем собирать в данном случае электронные формы согласия. Нам очень важно, чтобы ребенок проинформировал своего родителя о том, что он желает самостоятельно, добровольно принимать участие в данной онлайн-олимпиаде, и то, что родитель согласовывает его участие, если ему меньше 14 лет. Потому что, сообщая непосредственно о себе данные, фактически нажимая соответствующую графу о том, что он согласен на обработку его данных, мы должны понимать, что родитель об этом знает и что он в курсе. И фактически, если родители в этом отношении достаточно принципиальны, то тогда действительно ребенок, к сожалению, сможет непосредственно либо в вечернее время, либо в выходные уже под присмотром родителя пройти данную олимпиаду, а может быть и даже иногда с помощью родителей и так далее. Относительно итоговых мероприятий я уже говорил, на базе учреждений культуры муниципалитеты в данном случае здесь самостоятельны. И здесь самое главное уточнить сроки, в данном случае реализации итоговых мероприятий в соответствии с приказом. Будет ли он пролонгирован каким-то образом в связи с событиями, в которых мы все с вами сейчас сосуществуем. И это влияет, конечно же, на нашу с вами жизнь и в целом на возможность реализации данных мероприятий. Но в целом данная форма может быть использована муниципалитетами как итоговая для сдачи культурного норматива школьника. Поскольку регистрация позволит нам видеть всю статистику, то фактически у нас будет непосредственно картина в целом по всей республике, по крайней мере по тем школьникам, которые действительно примут участие. Еще раз обращаю ваше внимание на принцип добровольности, о том, что именно участие в данной онлайн-олимпиаде является добровольным. Добровольно. Ребенок принимает участие в онлайн-олимпиаде добровольно, индивидуально. В данном случае олимпиада для него является бесплатной. Олимпиада проводится в удобное для него время и так далее. То есть фактически он сам должен выбрать. Мы ограничили лишь время начала и время окончания проведения в данном случае Олимпиады. И относительно времени выполнения заданий, я вам сказал о том, что мы таймер и минимум-максимум отрабатываем в течение 1,5-3 часов, да, и этот таймер появляется после того, как ребенок уже приступает к выполнению тестовых заданий после самой регистрации. Мы
не оцениваем предметные знания. Если говорить относительно темы литературы, предполагает прочтение детьми многих произведений, с вами абсолютно согласен. Абсолютно согласен, но наша задача в данном случае касается не выявить предметный уровень знаний, например, в области литературы Республики Коми. Наша задача в данном случае предложить определенный вариант задания, да, в рамках которого он может самоопределиться, так скажем, да, выбрав тот или иной ответ или вписав непосредственно какую-то информацию, да, в части названия, в части, может быть, расположения и так далее. Да. То есть формат самой Олимпиады, он использовался вот как та Олимпиада, которую проводил в данном случае Яндекс осенью. То есть мы не ориентируемся именно на оценку предметных знаний. Мы ориентируемся именно на изучение, насколько ребенок обладает в данном случае культурными знаниями, культурными средствами и так далее, и так далее. Спасибо за вопросы. Спасибо относительно рассчитан ли на этот учебный год или предполагается продолжение в последующие годы. Данный проект реализуется в течение данного учебного года. Но я полагаю, что все-таки данный проект будет перезапущен, может быть, в каком-то ином формате, но в целом данная Олимпиада, если даже проект не продолжится, хотя мы видим в нем определенные эффекты, определенные результаты, но, конечно же, при определенных условиях его организации, в том числе и на местах, и в целом управление этим проектом, то в целом данная Олимпиада на следующий год обязательно останется. И с учетом тех рекомендаций, тех замечаний, тех предложений, которые будут обсуждаться по итогам данной Олимпиады на заседании Республиканского методического объединения учителей в области искусства, фактически мы обязательно учтем при разработке непосредственно заданий и в целом формата и так далее на следующий год. Разработан один вариант вопросов или несколько. Вы видите типы заданий, в данном случае, которые представлены на этом слайде. И здесь предлагается задание, когда нужно из предложенных выбрать один вариант, и он является в данном случае правильным, остальные нет. А далее задание, на которое следует дать однозначный ответ. То есть и здесь представлено, что это может быть. Название произведения, название фамилии, имени и так далее. То есть, если я правильно понимаю вот суть как бы вопроса. То есть, в целом типы заданий вот в данном случае это то, что будет предложено непосредственно школьникам. Будет предлагаться визуальный ряд, потому что в данном случае и звуковой ряд, потому что без них, естественно, выполнить задание будет, наверное, довольно-таки сложно, поэтому у ребенка будет достаточно информации для того, чтобы непосредственно выбрать тот или иной ответ или записать каким-то его образом непосредственно в тестовом поле. Относительно самих заданий, да, задания в данном случае будут открыты и доступны. Я не зря там писал, да, что там с 12 часов 20 апреля по 30 апреля там, до 17 часов. Я еще раз обращаю ваше внимание, что поскольку наша с вами сейчас жизнь не очень предсказуема, поэтому данные сроки давайте рассматривать пока все-таки ориентировочные. Когда в муниципалитеты и в образовательной организации, а также на сайте института будет размещена официальная информация в виде приказа и так далее, да, там мы уже точно будем понимать, когда что начинается и так далее. Но 20-е, 30-е, то есть последняя декада, в любой из этих дней ребенок сможет зайти и выполнить непосредственно тестовые задания. Галина Модестовна предполагает, что в данном случае школьники могут общаться, наверное, все-таки в социальных сетях и так далее, и будут знать ответы на те или иные вопросы. Но банк вопросов у нас разработан таким образом, что это не обязательно одинаковые задания будут для всех муниципалитетов в целом, но часть из них будет действительно схожа. Схоже может быть по форме, схоже может быть именно по содержанию и так далее. Но при этом посмотрите, пожалуйста, при одном содержании, например, в одном варианте это может быть выбор правильного ответа, а в другом, например,
это же содержание будет представлено несколько иначе, где нужно будет, например, вписать какой-то ответ. То есть я попытался, Галина Модестовна, ответить вот таким непосредственно образом. Уважаемые коллеги, есть ли еще какие-то вопросы относительно процедуры, относительно сроков, относительно, может быть, еще каких-то вещей, которые не были озвучены, но непосредственно требуют нашего общего внимания? Резюмируя, пока, может быть, они появятся у нас в чате, хочу, во-первых, всех поблагодарить за то, что вы нашли в столь довольно-таки сложное для нас всех время для того, чтобы ознакомиться с проведением данного республиканского мероприятия. Я думаю, что если вы сейчас в данном случае, по крайней мере, будете проинформированы о том, что с 20 числа мы уже примерно, да, будем включаться в этот процесс, ну и в целом мы сможем с вами решить задачу, так скажем, предоставив возможность обучающимся пройти данную олимпиаду, и можно ее посчитать как сдачу культурного норматива школьника. Хотя я еще раз подчеркиваю, данное мероприятие не разрабатывалось для решения этой задачи, но может быть, вот, в общем-то, использовано. Резюмируя, хочу сказать также следующее. Вся информация будет размещена на сайте. Ссылка на сегодняшний вебинар она будет также представлена. И презентация, которая предлагается в данном случае здесь, она тоже будет размещена непосредственно на данном ресурсе. Поскольку вопросов нет, я благодарю всех за нашу встречу и желаю всем удачи. Будьте здоровы. Всего доброго, до свидания.